Ребята, здравствуйте. Напишите в чате, хорошо ли слышно, видно. Здравствуйте, это Василий Александрович. Здравствуйте. Хорошо ли меня слышно? Ага, мы вас тоже слышим. Хорошо. Мы, наверное, ровно по минуте запустим видео наше традиционное, а после этого мы начнем с вами беседу. Отлично. Совсем немного, ребята, осталось, да, до каникул. Сдаете ли контрольные задания или контрольные работы? Как учеба? Напишите в чате, либо включите микрофон пока. Можете сейчас в чате написать, какие вообще вопросы вас интересуют по подготовке к самостоятельной жизни. Мы эти вопросы все соберем и отправим Александру Гизалову, и он как раз-таки в пятницу нам ответит на все ваши вопросы. Напишите в чате, о чем вы хотите узнать, что вас интересует. Так, у нас сегодня по программе встречаемся с нашими спасателями, нашими друзьями. Затем у нас идет мастер-класс по профориентации после небольшого перерыва. И 18:30 по Якутску мы с вами будем проходить, окажемся в онлайн-формате, пройдем все вместе, благодаря цифровым технологиям, онлайн-экскурсию в музее «Моя история». Я лично сама ни разу там не была, и для меня сегодня тоже уникальная возможность вот таком вот на площадке Zoom оказаться в музее, находясь в одном месте, да, на рабочем месте. Так, у нас все ли подключились? У нас еще минута. Наш IT-специалист Леонид, сначала надо будет вовремя через минуту включить наше видео, которое мы показываем, и потом уже передадим слово нашим экспертам, спикерам, друзьям. Я думаю, можно запустить видео, Леонид. Поисково-спасательная служба. Внимание, дежурная смена на выезд. Дежурная смена на выезд. Но сюрпризы готовит беда, все слезы, голод и смерть, разрушая прах города, и стремится их с карты стереть. Но на помощь, как боги с небес, к вам приходят без страха в глазах те, кто службу несет в МЧС, у которых отвага в сердцах. И на помощь, как боги с небес, к вам приходят без страха в глазах те, кто службу несет в МЧС, у которых отвага в сердцах. Всем здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Мы сегодня с вами находимся в Центре профилактики и предупреждения чрезвычайных ситуаций в Республике Саха-Якутия. Это небольшой зал, зал службы спасения. Я сейчас, как видите, лежу. Я сегодня буду пострадавшим, поскольку у нас сегодня занятие, которое посвящено практическим занятиям. Я хочу вам представить Якунину Елену Олеговну.
директора АНО ДПО «Учебный центр «Спасатель», которая будет с нами сегодня Привет. проводить занятия. Елена Якунина является, значит, участником проекта «Знание. Путь безопасности». Это проект Фонда президентских грантов, благодаря которому наши занятия могли произойти. И тот сайт, о котором мы вам говорили, он также создан на средства Фонда президентских грантов. Сегодня мы с вами разберем на практической части то, что мы немного вчера и позавчера с вами обсуждали в теории. Итак, сейчас Елена Олеговна расскажет нам про действия и покажет нам эти действия в случае, если я вдруг или кто-то другой упал в обморок. И вот, поехали. Ну, сначала я хочу вам напомнить, что такое первая помощь. То есть это первая помощь, ее оказывают те, кто оказался рядом с пострадавшим. Вот в данном случае пострадал у нас Василий Александрович, вдруг ему стало плохо, и он упал у нас в обморок. Поскольку я рядом нахожусь, то я и оказываю эту помощь первую. И от того, как я ее правильно и своевременно окажу, будет зависеть здоровье, жизнь и здоровье Василия Александровича. Что мы делаем, если человек у нас вдруг упал в обморок? Потерял сознание? Не знаю. Василий Александрович вам уже говорил. Вы берете, в первую очередь, что нам надо? Поднять ножки градусов на 30-40. Можно вот свою сумку, рюкзак, что-то бросили так под ноги и приподняли, чтобы кровь прилила у нас в голове. Потому что в обморок человек из-за чего упал? Потому что у него произошел, значит, отток крови в головном мозге. Мы эту кровь возвращаем в обратную сторону. Первые действия какие мы? Пытаемся, если есть водичка холодная, можно сбрызнуть водичкой холодной, да, лицо. В себя не пришел, тогда, значит, пытаемся это сделать нашатырным спиртом, да, аммиак. В нос не подносим, а только вот махаем вот так. Опять не пришел в себя. Но если у вас под рукой ничего, Василий Александрович, помните, я вам говорил, что у нас есть активная точка между верхней губой и носом, носогубной складки. И мы пытаемся, значит, вот таким массажным движением привести его в себя. Василий Александрович у нас пришел в себя, слава Богу. И вот. снова потерял сознание. Пока, значит, пришел в себя, мы что делаем? Мы его усадим, дадим ему чашечку крепкого сладкого чая и чем-нибудь его накроем. В данном случае вот это вот спасательное одеяло вот у нас вокруг есть, да? Можно любой одеждой, какая у вас есть. Накрыли, дали чашечку горячего чая или кофе и все. Вот такое спасательное одеяло, она продается в любой аптеке, она стоит очень недорого и занимает пакетик с ладошку. Маленькая. Поэтому она очень маленькая и удобная. Поэтому можно всегда в личной аптечке носить такое одеяло. С одной стороны, оно согревающее, а если перевернуть его наоборот, Я покажу сейчас. Вот если мы хотим согреть человека, то мы сверху должно быть желтенького цвета, запомните, солнышко, если согреть. А если мы хотим охладить, то наоборот, вот серебряной стороной накрываем. Вот таким вот образом. Угу. Так. А представьте себе, если Василий Александрович, падайте опять в обморок, упал в обморок. И что бы мы ни предпринимали, он в себя не приходит. Да. Но при этом, то есть он в себя не пришел, у него сознания, то есть нет, да, он не реагирует ни на что. Но я жив, пульс есть. Да. Но он живой, потому что у нас пульс мы проверяем, пульс есть, дыхание у нас тоже есть. Значит, дальше наши какие действия? Мы должны его обязательно перевернуть. Для чего мы это делаем? Ну, все, наверное, знают, что такое язык, как он выглядит, да? У него основание языка очень массивное. И когда человек у нас без сознания,
то корень языка расслабляется, и под тяжестью он падает на заднюю стенку глотки и перекрывает дыхательные пути. И если мы человека не перевернем, то он у нас задохнется, потому что у него дыхательные пути будут закрыты его собственным языком. Вот. А когда мы человека переворачиваем, то опять-таки у нас срабатывают законы физики, да? Под действием силы тяжести этот язык у нас что? Он от задней стенки глотки отстанет, и у нас дыхательные пути будут свободные. Но каким образом мы должны его перевернуть? Мы, тут мешает нам, оказывается, узковато. Ага, чуть-чуть. Немножко пригните себя, Василий Александрович, чтобы чуть-чуть вниз. Нет уж, нет уж. Отползти. Показывайте, как положено. Тут немножко у нас стесненно, потому что все-таки это музейный зал, да? Вот. Мы берем одну руку, запрокидываем за голову. Одну руку запрокидываем за голову. Вторую руку кладем на плечо. Ногу с противоположной стороны, вот мы ту руку запрокинули к голове, да, а ногу с противоположной стороны можно вот за одежду так, за колено взять, и вот так согнули ее. Вот в устойчивое боковое, в устойчивое положение поставили. И у нас с вами образовалось два рычага. Вот это колено и плечо. И таким образом вы любого человека можете перевернуть. Вот Василий Александрович же, ну, серьезный человек, вес у него большой. Вот, ну, а я достаточно хрупкая женщина, но я его спокойно переворачиваю. Смотрите, раз, вот таким вот образом, и перевернула. И вот он у нас получается. Что? У него. Почему мы так делаем? Потому что мы страхуем позвоночник в шейном отделе и на протяжении всего тела. Вот эта рука, которую мы запрокинулись за голову, да, она у него поддерживает во время переворота голову. И она у него не падает. Вот посмотрите, если бы я так руку не сделала, да, Василий Александрович, можно вас еще раз? Вот. Если бы я руку не запрокинула, то смотрите, каким образом бы он перевернулся. Вот, он переворачивается, а голова-то у него свешивается с плеча. А если он во время падения, вот когда падал, повредил позвоночник в шейном отделе, то мы бы тогда что? Мы бы еще хуже сделали. То есть у нас человек либо погибнет, либо останется инвалидом, будет парализованным. Поэтому нужно аккуратно переворачивать так, как я показала. То есть одну руку запрокидываем за голову, вторую руку кладем на плечо, с противоположной стороны ногу сгибаем в колени и переворачиваем. Еще одна причина, по которой мы это делаем, да, ребята, мало того, что язык в результате, значит, задохнуться человек может, потому что язык ему перекрывает дыхательные пути. А еще, когда человек без сознания, то у него отсутствуют некоторые рефлексы, такие как глотание и кашель. И поэтому, если вдруг человек, который находится в бессознательном состоянии, ну, сердце у него работает, он дышит, он живой, но он без сознания, но у него вот таких рефлексов важных нет. И если вдруг возникнет рвота, то тогда эта рвота у нас куда пойдет? Она пойдет же наверх, а человек проглотить не может, потому что рефлекса у него глотательного нет. Откашляться тоже не может, потому что кашлевой рефлекс тоже отсутствует. И поэтому эта рвота у нас устремится в дыхательные пути. И то есть если мы человека не перевернем вот в такое положение, да, то он у нас либо задохнется собственным языком, да, который перекроет ему дыхательные пути, либо, значит, рвотные массы попадут в дыхательные пути, и у нас человек может погибнуть от асфиксии рвотой. Вот таким вот образом. А так вот он, смотрите, лежит, да? Теперь я очнулся. Сейчас, подождите еще минутку, вы еще не пришли в себя. Значит, вот когда он таким образом лежит, у него язык отошел от задней стенки глотки, да? И если вдруг у него возникнет рвота, или во рту там кровь скапливается, зубы, например, упал во время, травмировал зуб, и у него кровь подтекает. Если он будет лежать на спине, то эта кровь будет скапливаться у него во рту, и тоже пойдет у нас в дыхательные пути. А когда вот он у нас так лежит, то все, что в ротовой полости
или если рвота будет, все будет у нас вот сюда стекать. И язык под силой тяжести тоже от задней стенки глотки отодвинется, и у нас дыхательные пути будут свободны. Вот таким вот образом. Теперь я очнулся и хочу дать комментарий. Мне в такой позе лежать очень удобно, хотя я и без сознания. Посмотрите, что было бы, если бы мы не применяли такой переворот боковой с упором на локоть и с упором на колено. Я бы лежал вот так, лицом в землю, Это, да? со свернутой головой, с раскинутыми руками. Это, во-первых, не эстетично. Во-вторых, эффекта, когда освобождаются дыхательные пути, нет, потому что голова круто завернута на бок. А тут он этим... И он очень устойчиво лежит, потому что он упирается коленом в землю и локтем. И вот он устойчиво лежит, он не упадет. Но со всей силы толкать не надо, чтобы он на другой бок не упал. Вот Повторим такой. еще раз. Давайте. Повтор. Вы можете повторять за нами. Да, можете там покатать своих товарищей. Руку запрокидываем за голову. Одну руку, вторую руку кладем на плечо. С противоположной стороны ногу сгибаем в коленном суставе. Вот так в колени согнули. И вот прямо за это колено, вот это колено, оно у нас как рычаг. В это колено упираемся и упираемся в плечо и переворачиваем вот так. Все, вот он у нас перевернулся. И можно даже коленку вот так вот немножко подальше, чтобы поустойчивее было. Все. И вот благополучно лежит. Все, спасибо, Елена Валерьевна. Я бы хотел еще прокомментировать этот прием. Видно меня, наверное, да? Нас слышно, Надежда Моисеевна? Хорошо. Так вот, обратите внимание, ребята, вот этот прием проводится во всех случаях, когда непонятно, что произошло. Если человек дышит, все нормально, и он, нет сознания. Дело в том, что когда это может произойти, я уже прежде говорил, но я хотел бы добавить, например, произошел пожар, и есть такие настоящие истории, когда произошел пожар, массово люди отравились, они теряют сознание, но еще сердце у них бьется. Их начинают выносить на улицу. Они живые, но просто без сознания. Но без сознания. Их начинают выносить на улицу и складывать, чтобы скорая помощь одна за другой подъезжали и увозили их. И вот у нас был такой случай, не у нас, это был не в Якутии случай, да, не хочу говорить где, но это реальный случай, когда людей выложили возле дома на спину, и пока скорой помощи забирали предыдущих, те, до которых сразу очередь не дошла, люди просто захлебнулись, задохнулись, потому что лежали на спине. Поэтому вы должны понимать, что в случае вот таком единственный способ спасти человека – это повернуть его на живот, а мы в данном случае увидели повернуть в боковое устойчивое положение. Это очень важно. Даже врач, дипломированный врач вне стационара, вне больницы, другой помощи не оказывать не будет в таком состоянии. Он сделает то же самое. Так что вы уже сейчас, если попробовали этот переворот, вы уже немножечко врачи. Вы уже немножко медики, вы уже освоили прием первой помощи. Он называется гражданский переворот. Придание пострадавшему устойчивого бокового положения. Это нужно запомнить. Вот. И теперь мы перейдем к следующему практическому занятию, которое касается остановки кровотечения. Сейчас Елена Олеговна вам продемонстрирует наш робот-тренажер 5-го поколения Глаша, который предназначен для манипуляций в случае и отработки приемов и навыков остановки кровотечений в случае чрезвычайной ситуации. Вот этот тренажер, это девушка, да, зовут ее Глаша. У нее
два режима. Вот первый режим, это вот как раз то, что мы вам показывали. Девушка у нас без сознания, она не реагирует, но дыхание у нее есть, и пульс у нее тоже есть. То есть сердце работает, она дышит, но она без сознания. И если мы в течение 2 минут ее не перевернем вот таким способом, который мы вам только что показывали, то она у нас, значит, погибнет от асфиксии, да? Второй режим у этой девушки, у нашей Глаши, это артериальное кровотечение. Сейчас мы это покажем. Все знают, что такое чем характеризуется артериальное кровотечение, да? Артериальная кровь, она какая у нас? Она у нас алая. Вот видите, видно вам, нет? Вот у нас здесь ранка, и из этой ранки алая пульсирующая кровь идет. Первое, что мы увидели такое кровотечение, мы должны что? Мы должны пережать артерию, да? Прижать артерию к кости для того, чтобы остановить кровотечение. Вот мы таким образом остановили. Выше места, вот у нас здесь рана, кровь, кровотечение мы останавливаем выше раны, артериальное кровотечение выше раны. В данном случае вот у нас на бедре мы максимально ближе к паховой области вот пережали. Лучше не пальчиком, да, в данном случае, а кулачком, потому что пальчиком мы будем долго искать точку приложения. А кулачком раз пережали, и дальше уже зовем кого-нибудь на помощь, помогите, вот у девушки сильное кровотечение, помогите, может у кого-то аптечка есть. Если у кого-то есть аптечка, то смотрим, что есть в аптечке. Там может быть жгут, например. Если девочки, то кулачком, а если мальчики, то кулаком, я считаю. Ну, у нас есть, в аптечке у нас оказался жгут, есть жгут у нас в аптечке, и мы сейчас будем останавливать кровотечение. Жгут, вот смотрите, жгут мы всегда, хочу сказать, что жгут мы всегда накладываем там, где у нас только одна косточка. Вот где у нас одна косточка? На бедре, да? Видно меня в полный рост? Ага. Или нет? Нет. Нет, не видно. А вы присядьте, вот так, присядьте. Так, смотрите. У нас одна кость, она есть на конечностях. Ну, у каждой конечности разные, да, кости. Ну вот смотрите, вот, например, рука. Вот это у нас предплечье, вот это у нас плечо. Там, где плечо, там одна косточка. А здесь Одна у нас большая кость. две косточки. А здесь в предплечье идет две косточки. И природа так устроила, что весь сосудистый пучок сосудистый пучок идет между двумя косточками. Вы, наверное, скелет видели, все, наверное, по телевизору. Вот, там вот на предплечье у нас две косточки. И если мы будем сжимать, даже если мы порезали ладонь, если мы будем сжимать предплечье, то мы не прижмем артерию к кости, потому что она там между двумя косточками, она спрятана. А здесь, на плече, мы это можем сделать, прижав артерию к кости. Это главный смысл. Мы просто пережимаем ее, элементарно пережимаем артерию, и кровь из ладони течь перестает, например. Вот сейчас Елена говорит про ногу. В этом и заключается смысл наложения у нас жгута, да, чтобы прижать артерию к кости. Поэтому правило номер 1, там накладываем, где одна кость. А теперь ноги мои видно? Нет? Ноги видно. Вот посмотрите, теперь вот у меня бедра, а вот ниже у меня голени. Вот здесь у нас одна косточка, здесь две. Значит, что? Жгут всегда накладываем только на бедро или только на плечо. Можно я еще на вас тогда покажу? Сейчас отключу на минуту. Вот смотрите, если, например, жгут, правило это второе, да, что жгут накладываем только при опасных кровотечениях. А опасное кровотечение – это когда крови очень много, то есть или кровь фонтаном, да, пульсирующим фонтаном идет эта артериальная кровь, да, либо просто очень много крови. Допустим, девочка у нас лежит, а у нее тут большая лужа крови, где-то больше метра.
тогда мы только накладываем жгут. А в остальных случаях мы просто делаем тугую повязку, либо зажимаем, да? Вот, например, если повреждена, вот у Василия Александровича, например, повреждено предплечье, вот здесь вот сильно кровь течет, много крови, то мы жгут накладываем вот внизу, в нижней части плечевой кости. Вот Выше здесь. локтя, чуть выше локтя. Чуть выше локтя, да. Если на самом плече повреждена, то выше раны, да? Выше раны. То есть жгут всегда накладываем между сердцем и раной. Угу. То же самое с ногой. Вот у нас, если вот у нее здесь кровотечение сильное из голени, рана, и из нее очень много крови идет, то мы тоже внизу, в нижней части бедра накладываем жгут. Если в данном случае, а вот сейчас, как вот мы девушку включали, у Глаши, у нее ранка на самом бедре, и поэтому мы останавливали кровотечение, и жгут тоже будем накладывать выше этой ранки. Сейчас я еще раз ее включу и покажу, как накладывается жгут, вот тот, который у нас в аптечке есть. Так. Первое, что мы сделали, ведь она жалуется, ей больно, у нее сильное кровотечение, у нее болит ранка. Я вот пережала, сначала пережала, потом зову кого-нибудь на помощь, помогите мне. У девушки сильное кровотечение. Василий Александрович прибегает с аптечкой, и оказывается, у нас в аптечке есть жгут. Мы этот жгут накладываем через, взяли носовой платочек, через любой опорный предмет. Это можно носовой платочек скрутить или вот бинтик, да, небольшой. Мы ее раз и прижали к артерии. И теперь мы фиксируем вот этот опорный предмет с помощью жгута кости. То есть мы передавливаем, прижимаем артерию к косточке. Дело в том, что... Сейчас мы вам покажем. Вот, смотрите. Покажите, переберем. Мы... Посмотрите. Вот так сейчас видно, наверное, да? Видите, не бежит кровь у нас, да, нету красной пульсирующей такой струи. Когда мы кровь можно остановить только первым витком. Вот первый выкруг делали, затянули и смотрим, остановилась кровь или нет. Если кровь остановилась, то мы продолжаем дальше накладывать жгут. Потому что если вы видите, что кровь не остановилась, значит, нужно еще туже сделать. Потому что последующими, значит, уже этими мы не выправим. И вот таким вот образом. Давайте. Если вот я одна, да, вот давайте я вам покажу, как сделать, если вот, например, вот я одна, мне помочь некому. Хорошо, конечно, делать с помощниками, чтобы один вот придерживал ножку, да, а второй накладывал. Ну, поскольку будем считать, что вот у меня рядом никого не оказалось, я вот одна. Ногу положила себе на Я колено. ногу положила себе на колено. Можно в крайнем случае положить себе на плечо, но в данном случае я положила на колено. И я вот через опорный предмет. Меня зовут Елена Олеговна. И мы берем, туго растягиваем жгут. И фиксируем его. Теперь это надо показать перед экраном. Таким образом. Каким образом? Давайте приподнимем. Вот, посмотрите, как это выглядит. То есть я вот второй виток, да, я наложила на предыдущий, я его зафиксировала, все. И дальше уже двумя руками продолжаю делать это дальше. Следующее уже можно более спокойно, с меньшим натяжением делать. И вот тут есть такая вязочка, и мы эту вязочкой фиксируем на жгут. Вот таким вот образом. Жгут мы наложили. Дальше наши действия какие? Надо обязательно зафиксировать время. Зафиксировать время. Если у вас есть с собой там ручка или ручка с листочком, написали время наложения, допустим, 14:30, и положили ее с противоположной стороны от ранки. У нас ранка с этой стороны, с противоположной стороны мы кладем листочек, на котором у нас будет написано, во сколько мы этот жгут наложили. Если под рукой у вас ничего не оказалось, да, то можно просто взять пальчик, испачкать его в крови и на любом открытом участке тела написать время.
Почему нужно фиксировать, ребята? Потому что, ну, представляете, вот она плачет, ей больно, и вам будет тоже, вы тоже будете в очень таком эмоциональном состоянии, и вы просто-напросто забудете, даже если вы посмотрите, и вы через 5 минут уже не вспомните, сколько было времени на ваших часах или на вашем телефоне. Если у вас есть фломастер, вы можете прямо фломастером написать на лбу или на щеке время. Это очень важно. А вот нужно запомнить цифры. В зимнее время жгут накладывается на время не более 30 минут, а в летнее время не более 1 часа. Итак, летом час, зимой полчаса. Почему я акцентирую внимание ваше? Потому что ранее в учебниках и в интернете можно это увидеть, говорят о том, что зимой 2 часа, летом 2 часа, зимой час. Нет. Медицина идет вперед, протокол, то есть условия оказания первой помощи изменились, и на сегодняшний день, согласно рекомендациям Минздрава нашего, мы должны жгут держать зимой не более 30 минут, а летом не более 1 часа. Если это время прошло, необходимо этот жгут ослабить и наложить снова, но уже выше предыдущего места наложения, то есть и на сантиметр выше. И в половину по времени меньше. И уже, да, если чем вы предыдущий. летом, если у вас был час времени, хорошо, вы видите, час прошел, скорая не приехала, вы жгут ослабляете немножко, поглаживая ногу, Я покажу сейчас. помассировали, да, и наложили жгут снова выше предыдущего места наложения, но уже на полчаса. Вот Елена Олеговна сейчас покажет. Потом следующий. Одну секунду. Надежда Моисеевна, а вообще жгут видно вам? Картинку видно? Видно. Ага. Хорошо. Хорошо. Ага. Дальше вот сначала мы сделали прижатие, да, потом мы наложили жгут. После наложения жгута мы обязательно зафиксировали время. Дальше мы что делаем? Дальше нам нужно ранку перевязать, да? Мы наложить повязку на рану. Мы на рану положили повязочку. Меня зовут Елена Олеговна. Пожалуйста, дорогая. Сейчас приедет скорая помощь. Тебе будет оказана уже медицинская помощь. Вот мы наложили повязку, а на повязку нам нужно обязательно что сделать? Положить холод. Для того, чтобы, во-первых, когда вы холод перекладываете, сосуды спазмируются, и у девушки будет причинять это меньшую боль, ее рана. И воспалительные процессы все будут меньше идти. Ну вот смотрите, у нее рана, нога у нее в неудобном положении, она у нее в напряжении, и у нее возникает мышечная дрожь, у нее нога вся трясется. Она трясется и причиняет ей еще большую боль. Что нам нужно сделать? Нам нужно уложить, расслабить ножку, положить в удобное положение для того, чтобы нога у нее не тряслась. Можно взять любое, любую одежду, одеяло или что-то, свитер, любую куртку, все, что из того, что у вас имеется, и положить в удобное положение, чтобы нога у нее не тряслась, чтобы она расслабилась. Вот я взяла под коленочку, подложила свитер мягкий, и все, вот у нее напряжение снялось, и она уже не так трясется, и ей не так уже больно. Но... Эти правила, которые мы сейчас показываем на нашей классе, они действительны и актуальны и для других мест ранения, и для руки, и для ноги. То есть мы сейчас говорим о ноге, но точно такая же ситуация может быть и с рукой. А алгоритм действий, то есть порядок действий, которые сейчас мы рассказываем, они одинаковые. И еще девушка у нас вот много крови же потеряла, да? И вы должны понимать, что даже и в фильмах, наверное, видели, да, всегда, что делают, укрывают пострадавшего, потому что даже в жаркую погоду ей будет холодно, особенно, конечно, ей будет холодно в ноге, которую мы перетянули жгутом. Мы можем укрыть ее одеялом. Да. Но накрываем каким, ребята, образом? Обязательно оставляем открытым лицо, чтобы мы наблюдали за ней.
вдруг ей станет плохо, чтобы мы видели. И оставляем открытым, давай с этой стороны вот так вот, наверное, сделаем, чтобы вам было видно, да? И оставляем открытым место наложения жгута. Место наложения жгута оставляем. Вот ножку пострадавшую укрыли, и место наложения жгута оставляем открытым. Чтобы не забыли, вот потому что мы одеялом ее накроем, да, скорая приедет и не заметит жгут. И пока будет другими пострадавшими заниматься, а девушка-то у нас, она в сознании, живая же, да, и она может пролежать больше положенного времени с этим жгутом, и тогда у нее будет пострадать нога. Вот это одеяло или вот этот наш замечательный укрывной материал можно заменить просто двумя куртками. Одна куртка на верхнюю часть, сняли куртку, Вторая на ногу. положили на грудь, на живот, а второй курткой можно укрыть ноги. Итак, мы находимся рядом с пострадавшим до приезда скорой помощи. А Мы с вами разбирали, каким образом нужно вызывать скорую помощь. Я надеюсь, все на сайте посмотрели. Если кто-то не смог по каким-то причинам зайти на сайт и посмотреть, вы напишите сейчас в чат. И вообще, кто заходил, кто пробовал зайти на сайт и посмотреть там все программы, в том числе видеоуроки, вы, пожалуйста, сейчас дайте нам знать в чат. Или руки поднимите, кто заходил. Ребята, кто заходил, руки поднимите. Поднимают руки, вижу. Ага. Молодцы, молодцы. Если какие-то возникли вопросы, то вы, пожалуйста, сообщайте о них, пишите нам. Пишите нам, там в левом верхнем углу есть WhatsApp. Значочек можете написать? На самом сайте. На самом сайте прямо можно. Итак, я вас прервал. Угу. Далее. А сейчас я вам покажу, как нужно, вот, если прошло время, да, каким образом нужно снимать жгут. Делать это быстро и резко ни в коем случае нельзя, потому что пока у нас жгут в течение часа находился на конечности, да, то организм же тоже борется с этой травмой. Там уже образовался у нас сгусток. И если мы резко с вами возьмем и... Ну, то есть пробочка образовалась. Да, такая, пробочка такая, да. Образовалась пробочка. И если мы резко с вами снимем, то эту пробочку эту выбьет давлением, и опять откроется сильное кровотечение. Поэтому, прежде чем снимать, мы что делаем? Мы сначала, во-первых, пережмем опять эту артерию, да, придавим ее к кости кулачком, а потом потихонечку, по одному виточку, начинаем жгут снимать. Аккуратненько, тихо, спокойными движениями это делаем. Вот. Если вдруг устала рука, сейчас, нет, сейчас это другую немножечко, сейчас, подождите. Значит, расслабили и вот ножку держим прижатым кулачком артерию, и вот ножку помассировали, и уже можно через 10-15 минут можно опять повторно накладывать. А жгут. рука устала Но держать. это, И тогда она зовет меня на помощь, ручку это держите. другое, Василий Александрович. Ручку держите. Да, А вот так. смотрите, если вдруг... Угу. Если жгута под рукой нет, то вы можете просто, ребята, пережали вот артерию так и держите. Но, как сказал Василий Александрович совершенно верно, у вас рука может устать. Я говорю, помогите мне, у меня уже скорой нету, а я через 5-10 минут, у меня уже рука начинает вот так вот трястись, я устала, не могу держать, я же с большим усилием это делаю. А вторая рука занимается жгутом, и она сильно устала. Она зовет меня на помощь, я подбегаю, или кто-то из вас подбегает, и я беру ее руку своими руками, беру и прижимаю эту руку. А я тем временем расслабилась. То есть мы я ее... расслабилась и отдыхаю, у меня рука отдыхает. Мы ее кулак не убираем с точки прижатия артерии к бедру. Мы просто помогаем ей. Я взял ее кулак в 2 руки и прижал. В это время она расслабилась и отдыхает. А левой рукой она, например, продолжает там заниматься со жгутом. Так, ну вот таким вот образом, да? Еще, ребята, вот этим же способом, который сказал Василий Александрович, да, можно использовать в том случае, если у вас жгута нет, да,
То есть вы прижали и таким вот образом ждем скорую помощь. И тогда зовем всех на да, помощь. и тогда зовем всех на помощь, потому что долго мы так, хотя у нас скоро минут через 15-20 приезжает по городу, да, ну, уже минут через 5 вы попросите пощады, потому что вы будете с большим усилием же давить, да, и у вас рука устанет. И поэтому вы кого-нибудь зовете, и вот этот товарищ, который у вас будет рядом, ваш помощник, он будет вот таким вот образом помогать. Руку ни в коем случае не убираем. А еще можно, значит, путем максимального, можно, напомню, Василий Александрович, вас опять показать, допустим, можно максимальным сгибанием конечности остановить, да? Ну вот на руке, например. Ну, можно также и на ноге тоже сам. Принцип тот же самый. Мы берем вот в сгиб, вкладываем там, можно бинт, можно взять платок, можно бандану, скрутили, вложили и вот так вот со всей силы прижали. У нас, допустим, вот здесь у него сильное кровотечение, а жгута у нас нет, перевязать нечем. Мы вот так вот вложили в это и согнули со всей максимально вот таким вот образом. И держим, зажали. И тогда у нас кровотечение будет приостановлено. И таким образом мы можем дождаться скорой помощи. Можно использовать небольшую палочку, да, вот с палец толщиной, например, да, и больше. Обернуть ее просто платочком, чтобы не повредить кожу, и использовать как валик любой круглый предмет. Любое средство можно. Да, можно даже палку подобрать, как говорится, с земли. Мы зажимаем вот так. Если есть у вас ремень, Ну, ремнем. мы можем просто притянуть. Чтобы рука не устала вот так держать. Да, потому что у меня рука раненая, мне больно, а мы взяли и любым предметом, ремнем, веревочкой, значит, если жгут есть, ну, жгутом, вот таким образом зафиксировать руку. И дожидаться приезда скорой помощи. Вот, с кровотечениями мы, наверное, на сегодня закончим, да? Единственное, что я хочу повторить с вами, следующие вопросы. Мы говорили на занятии предыдущем и сегодня о кровотечениях. Нужно запомнить, венозное кровотечение опасное для жизни. Это венозное кровотечение и артериальное кровотечение. Венозное кровотечение имеет вид темной вишневой крови, и оно вытекает самотеком без всяких толчков, без всякой динамики, как говорят, спокойно вытекает из открытой раны. Если же из открытой раны вытекает алая, яркая кровь, если она имеет пульсирующий характер, пусть даже, как я говорил вам прежде, не фонтанчиком бьет, а пусть даже она из ранки чуть-чуть Через валик. Да, переваливает, но толчками, это значит, это кровотечение артериальное. И оно наиболее опасное. И здесь нужно принимать меры, потому что человек, которому не наложили жгут в случае артериального кровотечения в течение 2 минут, погибает. Вы все это должны знать. Поэтому, если где-то что-то увидели подобное, не дай бог, конечно, чтобы вы с этим столкнулись, но жизнь длинная, поэтому вы должны знать, что нужно выше раны, либо на бедре, либо на плече наложить жгут из любого предмета. Если нет аптечного жгута, не теряйтесь. Жгут можно наложить и футболкой. Все знают, что такое бандана. Если бандану взять, к сожалению, у меня с собой нет банданы, покрутить, из нее получится хорошая веревочка. Ее можно завернуть и наложить жгут, таким же образом наложить жгут на рану. Вот, например, я вам еще такую вещь, Елена Олеговна мне подсказывает, хорошо оказалось под рукой. Обыкновенный галстук. Из этого галстука очень просто можно сделать жгут. Если вы не знаете, как это сделать, вы можете вот так просто натянуть. А я вам порекомендую, не знаю, увидите вы или нет. Наверное, не увидят. Вы можете подойти поближе? Посмотрите, мы сделали вот такую петельку, видно вам, да? Вот петля. И я вот эту петельку, вот эти концы продеваю через эту петельку и
перетягиваю вот таким вот образом. Видно? Понятен принцип, да? Видно вам всем, ребята? Еще раз. Поняли? Еще раз пробую. Вот, образовалась у нас вот такая петелька. И мы вот эти концы, вот петелька с одной стороны, да, Положили на руку. положили на руку. Эти два конца заводим в эту петельку и вот так затягиваем. Затянули и хоп. Таким образом, самому себе даже можно наложить жгут, да, то есть вот перетянуть, если никого рядом нет. Мгм. И я вот хочу вам сказать еще, это вот чем, сейчас Василий Александрович сказал, чем опасно артериальное кровотечение. Венозное кровотечение тоже опасно, чем? Особенно вот венозное кровотечение, когда рана на волосистой части головы. Ага. На волосистой части головы. Чем оно опасно? Если она не закрыта, если сосуд открыт, да, и вы не пережали, то в этот сосуд поврежденный будет засасываться воздух. Когда она так сделала, она вас обманула. У меня волосистой части тут нет. Но все равно она считается условно волосистой частью. Поэтому, если здесь, видите, сильное кровотечение, нужно взять либо бинт, вот скрутку бинта, да, либо носовой платок, все, что есть у вас под рукой, и быстро закрыть ее. Если она промокла, то ни в коем случае не убирайте, а сверху взяли и положили уже другой бинт. Потому что здесь у нас уже рана хорошо загерметизировалась. И можно делать сколько угодно вот такое вот. До такой прически. До такой прически. А закрыть, зафиксировать можно банданой или Вот. шапочкой вязаной. Вот то, что мы сегодня хотели сказать, мы очень быстро сказали. У нас подходит время к концу. Единственное, что я хочу в заключении сказать. Спасибо за ваше терпение, что у нас выслушали и посмотрели. Тренируйтесь, возможности есть. Ничего особенного, как вы видите, для этого не нужно. А знания такие пригодятся вам на всю жизнь. На всю жизнь. Поэтому еще раз прошу вас заходить на сайт и смотреть, пытаться пройти тесты, а мы вам в этом поможем. Я закончил. До свидания. До новых Всего встреч. доброго. Да, до новых встреч.